Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. Давайте посмотрим его истинные чувства к вам. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, который для вас интересен, важен. Представьте его, назовите по имени. Мысленно либо вслух задайте свой вопрос. Каковы твои истинные чувства, что ты ко мне по-настоящему чувствуешь. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, прям жарко стало. Жарко от этой отсыпки. Ой, девочки. До какого же состояния вы довели этого мужчину? Он прям еле-еле сдерживается. Искры сыпятся во все стороны, и дымок идет. Горит, он к вам горит. Именно сейчас, в этот самый момент, когда вы его загадали, когда вы смотрите эту отсыпку, у мужчины какое-то безумие происходит в голове, в сердце, в теле. Ему очень сильно вас хочется. Да так вот, хоть плачь, понимаете, еле себя сдерживает. Ему нужен лед. Как можно больше льда, да, вот эту ледовую ванну принять, либо в штаны себе засунуть, голову в морозилку засунуть. Просто безумие какое-то. Прям мне аж жарко стало. Прям жар идет, жар от песка идет. Это его неистовый порыв в вашу сторону. Он так вас жаждет, он так вас желает, он ни о чем другом думать не может. Вы то ли виделись сегодня, то ли вы какие-то фотографии выложили новые, то ли он от прошлой встречи под впечатлением, ну просто сам не свой. Я даже не знаю, как проводить мне эту отсыпку, как проводить этот сеанс, если здесь вот просто безумное желание. Тут такой он прям перчик показан. У меня вообще такое ощущение, что этот мужчина просто одержим вами и одержим желанием обладать вами. Да. Я даже не знаю, что мне делать. Ну, тут явно без карт не обойдешься, потому что как понять, что он чувствует к вам? Ну, желает вас, жаждет. Вожделение здесь, безумные эмоции, интимного характера. Ну, я не могу ничего рассмотреть, я не могу. Кроме вот этой страсти, которая его просто вот поедом ест, я ничего не могу увидеть. Да, где-то он вас видел, возбудился на вас, не знаю, может быть, он так сильно хотел, а вы еще не в тех отношениях, либо вы чем-то заняты были, то есть не согласились, а может быть, все было, и он так прям перевозбудился, что его до сих пор это все не отпускает. Да, фотографию увидел, либо встреча была, и как загорелся, так и потухнуть не может, понимаете? Просто не может потухнуть. Сам по себе он человек такой достаточно, сдержанный мне идет, очень закрытый в плане эмоций, в плане даже там разговоров о чувствах, скромняшка, да, скромняшка. Но вот эти эмоции, они просто берут над ним верх. Девчонки, еще такой момент, если вдруг по какой-то причине мужчина куда-то пропал, да, вот не выходит на связь, но он просто сам боится себя, он боится, что он не совладает со своими чувствами и эмоциями, просто там накинется на вас, и ему будет все равно, где, как, при каких обстоятельствах, да. Возможно, вы только лишь начали общаться, встречаться, и он боится, что он так себя скомпрометирует и, опять же, оставит о себе какое-то негативное впечатление, и вы откажетесь от дальнейшего продолжения отношений. Если вы общаетесь в интернете, вы его завели, вы его довели. Тот мужчина работать не может, ни о чем думать, ничего делать не может. Он только лишь мечтает, представляет какие-то невероятные интимные сцены с вашим и его участием. И просто вот упивается этими мыслями, наслаждается этими фантазиями. Не знаю, как вам это объяснить. Мне самой как-то, знаете, не очень комфортно это все.
как будто бы я подсматриваю за его и вашей интимной жизнью, боже мой. Ну, мечтает вас очень крепко к себе прижать. И... ладно. Так, давайте лучше я возьму карты. Ну вот правда, здесь такие сцены, что мне уже даже не по себе. Как будто бы я перцу съела жгучего. Прям вся покраснела. Какой мужчина. Я так понимаю, что в постели он хорош. Ну, если вы пробовали. Если не пробовали, то, я думаю, он вас не разочарует. Хотя, ну, может быть, так горит, что какое-то безумие будет проявлять, да, именно в интимной жизни. Вот ему хочется именно вас, никого другого он не желает, только вы для него. Давайте посмотрим, что он тут. Ой, боже. Слушайте, ну вот с одной карты все уже понятно. Вот его истинные чувства. Сердце, любовь. Любовь, понимаете? Просто в сегодняшнем моменте вот мы его поймали в таком состоянии, когда страсти взяли верх над сердцем, да, а так он вас любит. Влюбился, как мальчишка, да, вы любовь всей его жизни. Вот, ну и страсть, конечно, тут, ох. Ну, красота, девочки, это красота. Любит, счастлив, видит с вами будущее. Какое-то будущее у вас затрудненное. Может быть, это касается финансовых возможностей. Может быть, ну, кто-то не свободен. Такой, знаете, витиеватый путь к семье, да? А может быть, это только лишь начало отношений, и он такой, ну, типа, надо будет пройти этот путь, чтобы создать семью, чтобы друг другу принадлежать. Но считает, что вы лучшее, что случилось с ним в жизни, и что вы его, этот прекрасный шанс на счастливое будущее, на счастливую семью, на здоровые взаимоотношения. Почему-то мне идет, что вы его первая любовь, не знаю. Может быть, мужчина действительно никого до вас не любил, а вы и есть его первая любовь. А может быть, он раньше, ну, там испытывал какие-то эмоции, но это не было такой вот сильной любовью и всепоглощающей страстью. Он считает, что вы такая роковая, что вы такая скрытная, что вы такая прям лисичка, что вы, скорее всего, его, ну, как за нос водите, либо, ну, обманываете в чем-то. Он говорит, ну, все равно, мне все равно, я ее люблю, она моя судьба. Ну, либо этот мужчина, у него есть опыт общения с очень хитрыми и коварными женщинами, а вы совершенно другая, и он так благодарен судьбе за то, что именно вы ему встретили, за то, что именно вас он полюбил. Девчонки, даже если он не свободен, вы настолько свели его с ума, вы настолько его завели, что этот мужчина, он прям на все пойдет, лишь бы с вами быть. И смотрите, вот эта интимная подоплека, это не самое ключевое. Самое ключевое – это именно та любовь. Любовь, которую он к вам испытывает. Да, вы растопили его сердце, вы такого, знаете, мужчину грубого, как медведь, да? Медведи, они же не джентльмены, они такие грубой силой берут. Такого грубого мужчину довели просто до состояния аленького цветочка, и он просто чахнет по вам. Ну, опять рыбы вышли, он вас любит. Он вас любит, он готов кричать об этом на весь мир. И вот какие бы преграды ни стояли на пути к вашему совместному счастью, он снесет все. Просто вот до такого состояния он уже дошел, что он снесет все эти преграды. Так, что еще? Ну, девочки, красота. Какая красота. Он видит вас своей будущей женой, он видит вас своей половиночкой, и никто другой ему не нужен. Почему там идут тучи? Тучи, почему? Может быть, вы еще не согласны, либо не дали свое согласие, либо действительно, может быть, вы не свободны, либо он не свободен. Он понимает, что нужно будет пройти через эти тучи. Он этих туч совершенно не боится. Он в таком, знаете, заведенном состоянии, что он готов, ну вот, действительно мир перевернуть, вывернуть наизнанку, да, лишь бы быть с вами. То есть, скорее всего, вы для него тот самый лучик счастья, который он всю жизнь искал, и наконец-таки он его нашел и не отпустит никогда. Ну, безумие. Мне идет какое-то безумие, то, что происходит между вами, да, какие-то есть проблемы. Проблемы, то ли вы его не принимаете, то ли
Опять же, как я говорила, да, кто-то не свободен. Еще могут быть моменты расстояния. И он такой: мне все равно, любые точки разведу руками, любые там горы переверну, по камушку разберу. Я ей докажу, что я ее люблю и буду с ней. Ну, до конца, да, будет гнать, не уйду, будет там пинать, буду терпеть. Но вот с ней хочу, ее хочу, только она мне нужна. Ну, я вас, девочки, поздравляю. Этот мужчинка уже ваш, полностью ваш. Считайте, что у вас в кармане сидит. Ну, по-другому тут и не скажешь. И если вы просто загадали на мужчину, с кем у вас там, ну, знакомство произошло, ну, берегитесь, тогда берегитесь, потому что мужчина вами буквально одержим. Он влюбился в вас так сильно, как никогда и ни в кого. И этот мужчина, он, ну, еще тот репешок, да, он будет буквально вас преследовать, он будет вас добиваться. И от него очень сложно будет избавиться вам. Хотя, с другой стороны, давайте посмотрим, нужно ли вам от него избавляться. Вот представим, что вы общаетесь в интернете, да, это какое-то интернет-знакомство, либо с мужчиной только вот познакомились, да, для вас посмотрим, стоит ли вам развивать эти отношения. Если вы уже давно вместе, у вас там все хорошо, не знаю, на мужа загадали, то мужчина просто от вас без ума. Так, если это новый мужчина, либо мужчина в интернете, но это история в долгую, сразу говорю. Мужчина просто, ну, как бы летит к вам, да, он на все пойдет, лишь бы вас там добиваться, с вами встречаться. А у вас, я так понимаю, какое-то тяжелое прошлое за плечами. Вы, конечно, стали гораздо умнее и мудрее, вы не спешите в новые отношения. Но мужчин сводите с ума, потому что вы звезда. Если это интернет, либо новые отношения, девочки, тут от вас мало что зависит, потому что мужчина вот пойдет на все, лишь бы вас добиться, лишь бы вот кольцо одеть вам на палец. И вам тяжело будет, да, если вот прям вы его не хотите, он будет добиваться, пока вы в него не влюбитесь. Он настолько вот как въедается, как настойчивый, липкий, как правильно сказать. Очень сложно будет прекратить с ним общение. Он будет вас ждать, он будет вас караулить, он будет брать вас измором. То есть, как бы, пока вы не ответите ему «да», он от вас не отстанет. Так мне идет. Ну, с другой стороны, если мужчина не свободен, ну, вот та женщина, ради которой он разведется, ради которой он полностью как сломает свою жизнь и заново вместе с вами начнет выстраивать. Вы в выигрышном положении, вы в выигрышной позиции, а он как бы заведомо, ну не то чтобы проиграл, а уже как бы сдался. Сдался, потому что он вас любит и потому что кроме вас ему никто не нужен. Ну, не знаю, он безумно к вам горит. Еще хочу предупредить вас о ревности, потому что мужчина в таких энергиях находится, он прям, ну, головой не думает, понимаете. Если вам там пришла гениальная мысль в голову, заставить его поревновать, либо там проверить, насколько сильно он вас любит, это плохая идея, лучше от нее откажитесь. Здесь мужчина может таких делов натворить, лучше не надо. Просто не надо, не провоцируйте его на ревность, ни в коем случае, не давайте ему повода. Иначе это прям, ну, чревато какими-то негативными последствиями, которые прям долго придется разгребать. И потом вы даже можете себя винить. Не заставляйте ревновать и избегайте моментов, где может возникнуть ревность. Как с ним себя вести? Да как королева, как хозяйка жизни ведите. Этот мужчина, он прям ради вас, для вас готов пойти на все. Вас еще, так я так понимаю, никто не любил, как этот мужчина. Просто наслаждайтесь моментом, берите от жизни лучшее. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.